Луми и лес под водой. После долгого-долгого дождя древний лес проснулся в необычной тишине. Все вокруг было чистым и свежим. Луми осторожно выглянула из своей теплой норы и замерла. Там, где обычно была знакомая тропинка, теперь блестела вода, прозрачная, спокойная, словно зеркало. «Что это?» – прошептала Луми, прищурившись. «Почему лес такой тихий? Почему тропинка исчезла?» Луми быстро побежала искать Торга, барсука с мудрыми глазами и крепкими лапами. Он сидел у края воды, внимательно вглядываясь в ее глубину. «Это не просто дождь», — сказал Торг, не отрывая взгляда. «Иногда лес прячет свои тайны, а иногда показывает их тем, кто готов их увидеть». Луми переспросила. «Под воду?» Сердце ее забилось быстрее. Торг кивнул. «Надо спуститься под воду?» — сказал он. В этот момент из кустов вышел бельчонок Реми. «А если мы не вернемся? Если вдруг исчезнем?» — тихо спросил он, глядя на воду с тревогой. Луми глубоко вдохнула, стараясь заглушить страх. «Я пойду первой», — твердо сказала она. Внезапно из воды поднялись светящиеся пузырьки, которые мягко обвились вокруг них. Дыхание стало легким и свободным, словно воздух сам пришел им на помощь. «Смотрите!» – прошептал Торг. «Под водой все светится и дышит по-своему!» Они шагнули в воду. Под ней лес превратился в волшебный мир. Высокие деревья стояли, как колонны в древнем храме, а листья мягко светились зеленым и голубым светом. Мох переливался, словно сотканный из сотен маленьких огоньков, и вдруг на дне они увидели себя, свои отражения, но немного другие. Луми смотрела на свое отражение, где она была чуть старше, с расправленным хвостом и ясным, уверенным взглядом. «Я — это ты, когда перестаешь бояться идти вперед», — прозвучал тихий голос. Реми увидел себя ярким и светящимся. «Я — это ты, когда веришь в свои силы и мечты», — сказал голос. Торг держал в лапах веточку, ту самую, которую давно хотел посадить, но все откладывал. «Я — это ты, когда перестаешь ждать, сделаю потом». Луми глубоко вздохнула и улыбнулась. Она поняла, что эти отражения — это не просто картинки, а знак. Знак того, что в каждом из них есть сила идти вперед, верить в себя и не бояться. Теперь страхи кажутся меньше, а дорога легче. Они готовы вернуться в лес, играть, учиться новому и помогать друг другу. Когда они вышли на берег, лес снова стал привычным и знакомым. Воды почти не осталось, только тонкая лужица на тропинке, отражающая первые лучи утреннего солнца. Волшебные отражения исчезли, но в каждом осталось что-то тихое и теплое, как уверенность, что путь вперед теперь светлее. Позже, когда солнце уже высоко взошло, сова Мира, покачиваясь на ветке, тихо сказала: «Чтобы понять себя, иногда нужно заглянуть глубже, в отражение под водой. Там прячется и свет, и тьма. Но если не бояться, страхи уйдут, а на их месте появится мечта». Если тебе понравилось это приключение, подпишись, чтобы не пропустить следующее. Луми уже ждет тебя в новой истории. С любовью, из волшебного леса.